В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. В Грозном состоялась интеллектуальная игра одной командой среди участников СВО на призы Министерства по делам молодежи. Мероприятие посвящено памяти первого президента. В борьбе умов приняли участие 5 команд. О том, кто стал триумфатором в этой интеллектуальной битве, репортаж Турпала Литайсумова. 5 команд, представляющие военные подразделения региона, сошлись в интеллектуальной битве. Игра участников специальной военной операции носит название одной командой и проходит на Кубок Министерства Чеченской Республики по делам молодежи, приуроченному к 74-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Вопросы на смекалку – это то, что развивает интеллект и логическое мышление. Принимать участие в играх подобного типа полезно для людей абсолютно всех профессий. Игры проходили в 2 тура. В первом было 25 заданий на тему о специальной военной операции с 4 вариантами ответов. Участникам необходимо было ответить в течение 30 секунд и сдать листок для оценки жюри. А они были члены Чеченского регионального отделения «Офицеры России». Все команды продемонстрировали достаточно высокий интеллектуальный уровень. И жюри сложно было подсчитывать, потому что было много правильных ответов. Практически 80-90% ответов были правильные. Цель мероприятия – это продвижение ценностей образования среди молодежи путем привлечения взрослых в качестве примера для тех, кто хочет выбрать себе военную службу. Наша основная задача была немножко ребят отвлечь от того, что они видели, потому что мы с вами понимаем, какая картина разворачивается, показать ребятам, что они всегда в фокусе нашего внимания, и немножко развеять их мысли, ну и, конечно же, для себя и нашим молодым людям, нашей молодежи показать, что если человек талантлив, он талантлив во всем. То есть эти ребята, они могут с оружием в руках защищать свою родину, они могут сесть вот за такой стол и провести интеллектуальную игру. То есть это те люди, которые являются гордостью и достоянием нашего народа, нашей родины. Во втором туре было 15 вопросов о биографии и деятельности героя России Ахмата Хаджи Кадырова. По итогам жюри просматривали ответы и причисляли баллы. После завершения участники рассказали, что такие встречи очень помогают отвлечься от рабочих забот и освежить память. Ну а лучшим коллективом за игровыми столиками был ОМОН Ахмат Грозный, управление Росгвардии по Чеченской Республике. Они получили заветный трофей победителя, а всем участникам вручили дипломы. Турпал Литайсумов, Шамсуди Джабраилов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась тактика специального учения связистов Росгвардии. Специалисты отдельного ордена Жукова бригады оперативного назначения Северокавказского округа Росгвардии отрабатывали обеспечение устойчивой связи. Для этого применялись современные средства, включая спутниковые каналы, командно-штабные машины и подвижную радиосвязь. Особое внимание уделили координации с расчетами беспилотной авиации. Все нормативы успешно выполнены в условиях, максимально приближенных к боевым. Данное учение является важным этапом подготовки личного состава, способствует совершенствованию навыков и умений, необходимых для обеспечения устойчивой и непрерывной связи в условиях современного информационного поля боя. Учитель химии 7-й Грозненской школы Иман Эдельханова вошла в число 35 полуфиналистов всероссийского телепроекта «Классная тема». Организаторами состязания выступили телеканал «Россия», Министерство просвещения и компания «ВКонтакте». Конкурс был беспрецедентным. За право побороться за главный приз сражались без малого 7 тысяч педагогов со всей страны. Что ждет победителя и какие перспективы открываются перед финалистами в репортаже Рабиат Гайтиевой. Представьте мощь извержения вулкана. Клубы дыма, пепел, взрывы. Это не просто стихия, это химическая лаборатория Земли. В раскаленных недрах идут реакции, плавятся породы. Это химия высоких температур и давлений. Такую визитную карточку точно не забудешь. Эффектный химический эксперимент «Вулкан Шелби» стал главным акцентом в заявке молодой учительницы из Грозного. Это Иман Эдельханова. Она преподает всего 1-й год, но уже сумела увлечь своих учеников в обучении и выйти в полуфинал всероссийского телепроекта «Классная тема».
Рука в целости и сохранности, значит, эксперимент удался. Иман – самый молодой полуфиналист масштабного проекта Министерства просвещения России. В Грозинской школе номер 7 девушка уже показала свой высокий потенциал подготовить девятиклассников к блестящей сдаче ОГЭ. А теперь стала первой представительницей Чеченской Республики, дошедшей до такого этапа в классной теме. Дело в том, что я всегда любила химию, еще со школьной скамьи участвовала во всевозможных олимпиадах, конкурсах. И также я люблю передавать знания, и все это воедино нашло отклик в данной профессии. Конкурс этого года собрал рекордные 6720 заявок со всей России. Выбрать всего 35 лучших педагогов из 1000 профессионалов было невероятно сложно. Но визитка Иман с ее уверенностью и страстью к предмету не оставила экспертам шансов. Классная тема создана по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, а также телеканала «Россия-1». Когда я увидела, что идет отбор 4-й сезон, я очень сильно обрадовалась, так как я являюсь большой поклонницей данного телешоу. И я сразу же подала заявку. И также стоит отметить, что последние 2 сезона выигрывали учителя химии, и это давало особую мотивацию участвовать в данном конкурсе, попробовать себя. И я безумно рада, что оказалась в числе полуфиналистов. Несмотря на небольшой опыт, молодая учительница уже пользуется авторитетом в коллективе и признанием среди педагогов. Коллеги и ученики верят в ее победу и не сомневаются, что ее ждет большое будущее. Иман Хасабековна – это не просто учитель, а настоящий лучик света в нашей школе, свежий ветерок, который наполнил все кабинеты особой энергией, любви и заботе. Ее достижения – это не просто грамоты, а горящие глаза ее учеников, их уверенность в себе. Она доказала, что молодость педагога – это бесценный опыт и бесценное преимущество, как энергия, искренность и умение говорить с детьми на одном языке. Иман Хасамбековна, с момента знакомства я могу сказать о ней только лучшее, потому что Иман является очень амбициозным человеком. Она изначально показала самый, скажем так, хороший, лучший результат, участвуя в различных конкурсах. По моему мнению, Иман является очень яркой личностью. Она, как я уже сказала ранее, очень амбициозна. У нее здоровые амбиции, которые помогают ей пробиться и, скажем так, выделиться среди всех участников того или иного конкурса. Теперь Иман предстоит борьба в полуфинале, где она будет доказывать, что даже самая сложная наука может быть захватывающей. А главный приз – авторская программа на федеральном канале позволит ей поделиться своей магией химии с миллионами зрителей по всей России. Сегодня образование Чеченской Республики развивается благодаря молодым преподавателям. Их энергия, новые подходы делают школу современным и вдохновляющим пространством для учащихся. Ребят Кайтива, Джабраил Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном завершились собеседования с командами проекта «Дизайнеры образования». Инициатором выступил Департамент образования мэрии. Основная цель проекта – создание в школах сети топ-лабораторий, то есть точек образовательного потенциала. Они призваны стать центрами трансформации образовательной среды, объединяя педагогов и управленцев. По итогам подготовительного этапа определены 10 команд финалистов, которые перешли в основной этап. То, где мы хотим видеть образование в будущем, это очень схоже, и мы хотим, чтобы образование для детей стало максимально комфортным, чтобы они могли не только развивать свою учебную сторону, но и личные свои качества, какую-то проектную деятельность, и эти цели у нас очень схожи. Контактный зоопарк, уютные гостевые дома и изыски национальной кухни к услугам гостей на базе отдыха «Новые Шары». Это первая экоферма в равнинной части, которая предлагает посетителям погружение в мир природы и возможность отдохнуть от динамичного городского ритма. Магомед Азиев оценил атмосферу и инфраструктуру усадьбы. Новая база отдыха открылась в Новом Шарое всего год назад и уже стала излюбленным местом гостей и жителей региона. Здесь можно весело и с комфортом отдохнуть, как с друзьями, семьей, так и одному. Для больших групп рассчитано 6 гостиничных домиков со всеми удобствами и столько же беседок. Также на территории базы отдыха есть ресторан, в меню национальной кухни и фастфуд. Одним словом, теплый прием обеспечен. Но одно из интереснейших мест здесь – это зоопарк, который идеально вписывается в антураж местности. Для его обустройства занята большая площадь всего участка. Вольеры для птиц и мелких животных расположили в отдельном помещении. Живность побольше же находится на закрытых территориях, огражденных сеткой. Похвастать данный зоопарк может различными видами животных, начиная от самых диковинных верблюдов и молодых жеребцов, заканчивая енотами и даже дикобразами. А особенным бонусом является возможность кормления данной живности, а также
также верховая езда на лошадях. Подобные базы отдыха способствуют развитию туризма и экономики, а совокупность всех факторов делает их интересными. Теплый прием, домашнее угощение и возможность насладиться тишиной и красотой загородной жизни – идеальный способ перезагрузиться. База отдыха приглашает всех желающих окунуться в мир природы. Магомед Азиев, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.